to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Елизавета Павловская. У нас сегодня с вами новое видео. Я расскажу о своей косметике, которой я пользуюсь зимой, и о своем уходе, потому что зима — это суровое время года, и она не щадит никого и ничего, в том числе и нашу кожу. Так как зимой у нас безумные ветра, безумный холод, сухой вот этот климат, и когда мы затем заходим еще и в помещение, где отопление, печки, в машине, вот эти грелки, наше лицо просто пересыхает безумно. Даже у кого жирная кожа, ее нужно все равно всегда увлажнять и выравнивать баланс. У меня все зимы я вообще проходила как не знаю что, потому что у меня все трескалось, я не могла не нанести ни один тональный крем. Но этой зимой все поменялось, потому что я познакомилась, как вы знаете, уже с корейской косметикой, и корейская косметика просто меня спасает. В общем, я думаю, начнем мы с умывания, потому что умывание — это тоже очень важно. Это вы как бы подготавливаете свое лицо к чему-то. Оно должно быть безумно чистое, должны быть закрыты все поры, и ваше лицо должно быть уже максимально увлажненное благодаря просто какому-то умыванию. Пенка вот такая вот от марки Skin 79 незаменимая вещь. Круче этой пенки нет ничего. Ее наносите совсем немножечко, потому что я один раз бухнула, не знаю, что это вообще за средство, бухнула как, обычно 3 нажатия. Боже, я была вся в пене, вся ванна была в пене, этого средства было безумно много, поэтому буквально капельки вам хватит. А здесь 100 мл, и я думаю, этой пенки вполне может даже хватить на год. Обратите внимание на эту пенку, я ссылку оставлю на нее внизу. Она безумно увлажняет лицо, безумно отбеливает его, сужает поры, и, в общем, она делает все то, что должна делать умывательная штучка. Так что обязательно приобретите себе такую. Во время сна наше лицо тоже отдыхает, ему нужно получать витамины. Я недавно познакомилась с уходом и увлажнением от компании Mary Kay. Я думаю, многие знают такую фирму, компанию, и мне очень понравилась от них гелевая маска. Я на ночь всегда теперь наношу маску. Я, люблю маски, которые нанес, и можно с ними спать, потому что, это очень круто. Ты просыпаешься утром, у тебя лицо уже безумно подготовленное, безумно мягкое и бархатистое. И я затем еще купила штучку для умывания от Mary Kay и вот такую вот щеточку, которая так крутится, и вы можете вот это средство нанести на вот эту щетку и умыться вот с утра. И она тоже очень питает витаминами, подтягивает лицо, таким лифтинг-эффектом обладает, потому что, как известно, у меня вот сухая кожа очень быстро стареет, и поэтому ей нужен вот такой вот лифтинг-уход в любом случае. Затем, после всего вот этого, я наношу увлажняющий крем от Mary Kay, тоже он имеет лифтинг-уход, там от морщинок и так далее. Хорошо увлажняет, быстро впитывается в кожу, насыщает ее всякими полезными компонентами. И затем, самое интересное,
база для лица. Знаете, что да, нельзя нанести крем, а затем сразу тональный крем. Хотя я раньше всегда так делала, и мне казалось это нормальным. Но мне сказали, что, зачем? Это же так засоряет поры, потому что крем, когда впитывается, он вместе с собой утаскивает все вот это тональное средство. То есть это все у вас под кожей остается. То есть надо выстраивать барьер между кремом и тональным кремом. И это делает как раз-таки база. То есть ты ее нанес, и она впитывается за 3 секунды, и все, и ты можешь наносить тональное средство, которое просто на эту базу ложится равномерно, и, ну, вот, знаете, вот не совру, божественно. Лицо у меня сейчас вообще не пересыхает, весь день я могу не поправлять ни тон, ничего, потому что все, как ты нанес на эту базу, все так и держится весь день. Здесь безумно много витаминов. Это даже база 2 в 1. Это и сыворотка, и база. То есть сыворотка для лица это нужная вещь, потому что в ней очень много компонентов, которые и отбеливают лицо, улучшают структуру, замедляют старение и прочие вот эти штуки. Это база от Холика. Я много баз перепробовала, и от Лукас тоже, да, хорошая база, но это мне как-то больше по душе пришлась. Еще пробовала базу от Makeup Forever, но корейская база это что-то вообще другое, и она действительно вашу кожу не только там делает красивой, но она ее еще и защищает, и увлажняет, и делает здоровой. И это главный ее плюс. Уже в одном из видео я говорила, что ищу себе тональный крем от Миша, и да, я нашла, но я купила BB-крем, потому что он легче, и это, наверное, единственный BB-крем, который есть еще в темном оттенке, так как я скоро уезжаю все-таки в отпуск, и я иногда все-таки хожу в солярий, и поэтому BB-кремы и CC-крем часто очень белесые и не подходят мне, но вот от Миши есть прям темный тон, который просто идеально подошел и к шее, и ко всему. Легко наносит. Наношу я влажным бьюти-блендером. Я сайт оставлю. Там есть и бьюти-блендер, и вся вот эта косметика, ну, где я все это и заказывала. В общем, крутой и еще раз крутой. Так как у него есть еще и SPF 42, то есть защищает он и от солнца, и от ультрафиолета, так как все вот это солнце нас безумно старит, и мы будем бабушками уже лет через 20, если не будем защищаться от этих прямых лучей солнца. Кожа лица у меня стала просто не сгладить прекрасной. Также на этом сайте я себе приобрела жидкие корректоры для лица, хайлайтер, ну и сам корректор. Зачем я их заказала? Я всегда говорила, что вот жидкими мне сложно пользоваться, но я всегда хочу научиться, потому что у них структура намного легче и намного как-то она мягче ложится на лицо, и в общем, да, я учусь, пытаюсь и так, и сяк наносить, то вроде получается сияние прекрасное от этого хайлайтера, хотя у меня также есть и от The Balm, я иногда даже сверху немножко наношу, это такой немножко с бронзовинкой, и когда я буду на отдыхе, я думаю, очень красиво будет на пляже смотреться, там на фотосессиях всяких и так далее. И вот такой вот корректор, не знаю, насколько его хватит, я думала, он чуть побольше, но он вот такой, ну, буквально я наношу капельку, расставляю это по нужным зонам, и, в общем, все, вся коррекция как бы заключается вот в этих 2 тюбиках. Холика, если я не ошибаюсь, это у меня вот такой тоже есть бронзатор. Я вот наношу чуть сверху, потому что я всегда все равно люблю пожестче коррекцию, потому что у меня щечки, еще мне постоянно под комментариями пишут, что я потолстела. Ну, вроде бы не потолстела, просто иногда вот реально по-разному накрашено, и лицо сразу по-другому и по-разному смотрится. Вот этот корректор я вот использую, когда вот, например, допустим, снимаю видео и нужна, ну, коррекция пожестче. И зима — то время года, когда вот я не забываю про все вот эти маски для лица. Это очень крутая тема, и просто в какой-то момент себя нужно приучить, и вам это будет приносить удовольствие, вы не будете лениться, и вы представляете, что вы просто пришли в спа, ложитесь на диван и кайфуйте, и знаете, что все эти маски это не просто так, это действительно вашу кожу питает и защищает от всяких напастей зимы. Также зимой люблю вот этот скрабик,
потому что скрабироваться вообще нужно каждую недельку, ну, одного раза зимой достаточно, особенно если у вас сухая кожа, то с этим надо быть безумно аккуратным, потому что скрабы все равно пересушивают иногда кожу, но этот скраб я люблю нанести на лицо и немножко даже с ним походить. Все вот эти кофейные зерна и их масла впитались немножко в лицо, и затем я смываю. И лицо как у младенца, реально очень мягко. Все мертвые клеточки куда-то вот смываются, и это нужно, и про это тоже не стоит забывать. На этом все. Вот так вот я кражу зимой, вот так я ухаживаю. Надеюсь, это видео для вас было немножечко полезным, и вы что-то для себя обязательно подчеркнете. Обратите большое внимание на корейскую косметику. Если вы один раз попробуете, я думаю, вы больше никогда от нее не откажетесь. Так что это была Елизавета Павловская. До новых встреч!